Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главной темы выпуска. День Героев Отечества. В этом выпуске мы расскажем о чеченцах, получивших высшую награду страны за заслуги перед Родиной. Делегация Духовного управления мусульман Чеченской Республики посетила несколько объектов на территории проведения специальной военной операции. Подробнее в нашем эфире. Праздник для самых маленьких. Хадижат Рамзановна уделяет огромное внимание и такими развлекательными мероприятиями, и благотворительными акциями. Начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова организовала мероприятие для детей военнослужащих. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил россиян с национальным праздником День Героев Отечества. В своем телеграм-канале политик отметил то, как страна славит подвиги отважных мужчин и истинных патриотов Родины, которые в разные годы в момент опасности проявили безупречную храбрость и отвагу. Руководитель региона также подчеркнул, как сыны Отечества отстаивают честь и безопасность России в зоне проведения специальной военной операции. Каждый боец достоин высокого звания героя, отметил Рамзан Кадыров и пожелал всем мирного неба, долгих лет жизни и процветания Родине. 9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Немало среди них и чеченцев, получивших высшую награду страны за заслуги перед Родиной в разные периоды ее истории. Ярким примером самоотверженности и отваги стал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Имена достойных сынов отчизны в сюжете Рамзана Абоева. День Героев Отечества – праздник особой важности, в который отдают высочайшую дань уважения тем, за плечами которых личный подвиг, самоотверженность, мужественность и решительность, проявленные во имя отчизны, несмотря ни на какие преграды. А их было немало. Сегодняшний мир обретен вопреки всему титаническими усилиями. Чеченская земля взрастила немало героев, имена которых золотыми буквами вписаны в историю. Это личности, жившие в разные эпохи, но объединяет их одно – любовь к родине. Пусть восторжествует справедливость. Фраза, сказанная первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым, стала определяющей в жизни региона. Народ доверился лидеру, и он не подвел. عشور يولو تدور للدنيا دات لبيش آخر تخير دات وانا بور دق دوش دو إز دا وان خوي دويل شوخ خويخ مسارخ شو دو وان خوي كان ما تدعيتن رسبوليكيا مسنعة أزبيوش من دعو الله شو دو وان خوي. Министр внутренних дел Руслан Алханов – один из верных соратников Ахмата Хаджи Кадырова. Он находился рядом с ним в годы лихолетия. Чиновник делится, имя первого президента республики символизирует сегодня целую эпоху в истории народа. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Абдулхамидович Кадыров, был мужественным человеком. Самое главное, когда народ очень сильно страдал от беспредела, беззакония, безвластия этих бандитов, он стал на путь спасения нашего народа. Он настоящий герой, настоящий патриот нашей страны и патриот нашей республики. Он останется в памяти чеченского народа навсегда, потому что он спас наш народ от гибели. Множество наших ребят, очень много, которые обманутые, одурманенные ваххабистской идеологией, они погибли бы. Но он спас молодежь, спас народ от неминуемой гибели над пропастью, в которой мы находились.
А дальше курс созидания жизни взял Рамзан Кадыров. Нося по праву звание Герой России, он всегда оставался верным заветам отца. Под его руководством республика стала одной из самых развивающихся в стране. Величайшая заслуга главы региона и в том, что он всегда лично участвует во всех спецоперациях, координирует работу командиров чеченских подразделений как на территории республики, так и в зоне проведения СВО. Руководитель субъекта регулярно посещает непосредственно линию фронта, разрабатывает на месте планы дальнейших действий спецподразделения, общается с бойцами, поднимает их моральный дух, контролирует, чтобы они были обеспечены всем необходимым, от амуниции до питания. Президент подписал о присвоении Героя России. Ну, меня больше не за то, что там я проявлял, так сказать, героизм в бою. Мы спасали тех людей обманутые, и мы вернули мирную жизнь около 7 тысяч молодых парней, которые там по тем или иным путям были втянуты в ряды террористов, экстремистов. Рискуя ежедневно своим здоровьем и жизнью ради мира, веры и традиционных ценностей, участники специальной военной операции стоически сражаются. Каждый из них герой, независимо от полученных наград. За проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга высшим званием страны был удостоен депутат Госдумы Адам Делимханов, который с первых дней руководит подразделениями чеченских бойцов, принимающих участие в СВО. Координировал и зачистку стратегически важного города Мариуполя. спецоперации Юлия Чандюнда Дейл Анхитам Шол Далазл Кобалдел Ахмад Хажинья Таган Вейвол Пача Рамзан Хажи Бамдош ويقوم برتسع هلتان هو إبليس شيطان شدحولات أتو بينش دالغاستن بوس سونا مسانا يوقع جيروش مصوي دقيلغان ملوك شاويك جيروي و لزين ملوك شاويك جيروي و شادريجي إذا هونيقا ويباتشا رمضان حجي بيركتو وين جيروي وين بريمير دالغازل قبل دول Ахмад Хаджи, Вайпача, Рамзан Хаджиеву. Еще один представитель рода Делимхановых – Алибек, первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии. Владимир Путин вручил ему знак особого отличия – медаль «Золотую звезду». Он многие годы боролся с сепаратистами, целью которых был развал страны. А в 2007 году званием Герой России был награжден председатель парламента региона Магомед Даудов. За его плечами богатый опыт работы в команде первого президента Чеченской Республики. Он внес колоссальный вклад в борьбу с терроризмом, лично принимал участие в многочисленных спецоперациях по нейтрализации членов незаконных вооруженных формирований. К людям, которые стояли у истоков восстановления правопорядка в регионе, в самые сложные годы относится и заместитель председателя Совета Безопасности Республики Вахид Усмаев, за что и был удостоен высокой награды. Ее же получил и Замит Чалаев, командир специального полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова. В органах внутренних дел работает с 2004 года. Неоднократно принимал участие в самых рискованных спецоперациях по ликвидации банды незаконных вооруженных формирований. Благодаря слаженным действиям полка полиции, под его руководством в республике удалось навсегда покончить с последней банд-группой, возглавляемой Асланом Битюкаевым в 2020 году. سؤالهم لبويهم أشيخ تاخته هونسا كديجهم إنز إبتش خلر بالله خلر شامل دولهم يقور دعداق شيء سوسويس ليلين دول غيلقن هالدنيا ديج وخن يحكي سوسويس ليلين بولني أن ستسعى بعجني غير ستوخ دهون لبويهم شق داق دعوان وليز ولا أتسيتواتيز ستسعى واسقة إيش دهون شامل والكمان دي هورن آمل هورن هو آل ديز إنه قين تنتقنا وستبوتن تان هو نوع ده تنا يخوش تخلي حار تو هنس بريميرنا سويج كمان ده أمون ويج سيفر وج يوج شامل والتج تو شاق وش تيتشينو تن ده لا دعده هنشا ريزولتات خل أنا أحمد ريش يجري إزم وين هورك أنتن تشوف لجيتنا يو على يتقصون. Президент страны присвоил звание Героя России и заместителю командующего вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР Апти Алаудинову, посвятившему свою жизнь безупречному служению Родине. За заслуги перед государством и народом, мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции на территории ЛНР. На то была воля Всевышнего, что получилось, попал в команду Рамзана Ахматовича Кадырова, получил звание генерала, о чем я никогда и не мечтал, и не думал. В последующем, получается, от
Герои России тоже. Хотя я считаю, что я ничего героического не сделал, только пытаюсь выполнить свой долг, как и подобает любому мужчине, который является патриотом нашего государства. Я бы, наверное, никогда в жизни не смог усидеть дома, когда настоящие мужчины, как герои, бьются на передовой, а я как-то сидел бы дома у, как говорится, теплого костра и радовался жизни. Наверное, я бы этого себе не позволил никогда. Эти герои живы и продолжают служить во благо Отечества, но многих награда нашла уже после гибели. Так, Ризван Басханов в марте 2001 года, будучи инспектором госавтоинспекции, принимал участие в обезвреживании группы бандитов. Когда один из них выдернул чеку из гранаты, он бросился на него и зажал между ними с собой. За проявленный героизм президент страны наградил Басханова посмертно. Фамилию еще одного героя носит одна из центральных улиц Грозного. Начальник столичного Октябрьского РОВД Сайпудин Ларсанов 7 июля 2007 года при штурме квартиры, в которой укрывались преступники, первым ворвался и принял огонь на себя. И таких достойнейших сыновей в истории нашего народа немало. Сайпуди аршицарх не борфолдон, Ларсанов санкенти цахлиардона, цахамад аурдацер, вы макадона, вы хордона, улич школш, така значимый объект, что она выдона. Ahmad Ajiniyad ajutsált szaratoksú, üstóna, takkerdóna, historiális biszíterám-dón. Tehát jóst, jajjárna, és bózíterám, és mülsköltiá-dón, szarhulírintiá-dón, belle, akkadóna, bilgalhrilterám-dón, bilgaldiákandó, vagy históri, vagy jényű-dón, tehát vagy-dón, masziáht cibécá, vagy kóna-vagy-dón, tehát vagy-dón, din-mua-tehát-dón. وموت إيش دكا ويقوم بقوا إيش خل بولشير بس يحب يلقش يقدرلت البتاع وين دون أخل إيش بعنش كا إزرنش كا خل إيش دون أخشاب ديجي دون دكا صاربوش ديك صاديلوش ديك إيش ديك هلا تان لمارشو هلا داعش إيش ماجك دكا سنتري عوجي ديجوك عدون دين عن أورخل دون دكا دون دعني عايش وقران دكا عاموش وقع داعش إسلامسكي ونستيت دون. За правое дело, защищая рубежи Родины, сотни тысяч солдат полегло на фронтах Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что это было время величайших испытаний, это был период невиданной силы человеческого духа, небывалой жертвенности. За время существования СССР звание Героя Советского Союза присвоили порядка 13 тысячам человек. В современной истории высшей награды страны удостоены немало тех, кто сражался с международным терроризмом. Все это ради Отечества, за мирное небо и свободу, и эту память никогда нельзя предать забвению. А День героев – это очередной повод вспомнить о их бессмертных подвигах, которые живут в сердцах достойных потомков. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова организовала праздничное мероприятие для 250 детей военнослужащих. Ребята смогли посетить детскую игровую зону. Программа была обширная. Мадина Нуцалчиева расскажет подробнее. С начала специальной военной операции в Чеченской Республике прошло не одно мероприятие, посредством которого руководство региона выразило свою благодарность и уважение семьям военнослужащих, которые находятся в зоне проведения боевых действий. Очередная такая благотворительная акция прошла по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой в активити-парке Винги-Виль. Дети сотрудников у нас находятся на особом счету. Им Хадижат Рамзановна уделяет огромное внимание и такими развлекательными мероприятиями, и благотворительными акциями, различных другими акциями, и денежные поощрения, и подарки, и помощь родителям. Тот факт, что о родственниках военнослужащих не забывают, не может не греть душу. Папа Зайнаб Эдельгириевой принимает участие в специальной военной операции с самых первых ее дней. Девочке всего 5 лет, но по словам тети Дианы Джамбиевой, она прекрасно осознает, что ее отец занят важным делом, защищает родину. Хорошая акция. Спасибо, конечно, большое начальнику департамента дошкольного образования Хадижат Рамзановне Кадыровой за то, что она уделяет пристальное внимание детям, особенно детям, чьи отцы находятся или погибли во время операции на Украине, военной операции на Украине. Сегодняшний день это
большая радость для всех наших детей. Программа у малышей насыщенная. Сначала горки, винги-виль – самый большой их выбор. Потом танцы и различные конкурсы. Все, чтобы маленькие посетители остались довольны, и это удалось. Ведь кто-то уже планирует прийти повторно. Мне понравилось, потому что это место. Я еще раз сюда приду, моей мамой и папой и татой. Сразу же после малышей ждал вкусный и сытный обед. На сегодняшний день отцы этих детей могут быть уверены, что все их старания не напрасны, и благодаря им у малышей не только в регионе, но и по всей стране есть счастливое и спокойное детство, полное ярких и запоминающихся моментов. Мадина Толчиева, Сейдамин Мусаев, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Представители Управления Росгвардии по Чеченской Республике навестили семью султана Даутмирзаева. В 2007 году молодой человек проходил службу в должности командира взвода ОМОН. Тогда его жизнь трагически оборвалась в бою с членами незаконных вооруженных формирований. К семье ушедшего героя России гости пришли с подарками для детей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Кроме того, в честь Дня героев родственники султана получили материальную поддержку. Пачо Рамзан Ахматовича, вы мосо келхан волна ости семья дол деша он деш хаушу таха иштана Ахмад Хаджи Архил фонд Кюгало Аймани Синус ишта Имания ويشو حاجة عداكيت نيرو تانا اشتوك داخل يالهر عشان صوتر تا بيرتك تو قنصة زندال. لا ساعة ديريس خير شو مسا نحوسنا تدم برنا ديدا ساعة مسير. وي بتشا نمزاني ديريس خير وي تنان أيماني ديريس خير مستو شرح تيرجل ويو حوس قديت تصدق ديريس خير شو. В регионах чтят память каждого, кто отдал жизнь за свободу и мир на родной земле. В Грозном такую акцию провели с участием школьников и патриотических организаций. Ребята возложили венки и цветы к могиле неизвестного солдата. Мероприятие прекрасно иллюстрирует, что подвиг, совершенный нашими земляками, не будет забыт даже спустя столетия. Делегация Духовного управления мусульман Чеченской Республики побывала на территории проведения специальной военной операции. Религиозные деятели посетили ряд значимых объектов и встретились с бойцами. Обо всем по порядку в сюжете Лейлы Муртазовой. Первым делом делегация Духовного управления мусульман Чеченской Республики, прибыв в Мариуполь, посетила мечеть имени султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы, которая была разрушена в ходе боевых действий. На данное время святыня реконструируется за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Стоит отметить, что верующие уже совершают коллективные пятничные молитвы. Во время боевых действий пострадал у нас повыбивало окна от взрывов, получается. Полностью все стены были в трещинах, потому что были минометные прилеты очень сильные у нас. И поэтому у нас здесь полностью все было именно в трещинах. Вот. На данный момент стены мы запокрывали. Следующей точкой посещения стал металлургический комбинат имени Ильича, который охраняется чеченскими бойцами. Богословы рассказали о высокой степени их пути перед Всевышним. دل سعویشتو وای الج دل سمخل بق ویشتو وای اولیش قبول ویشتو اینق وای لربیر بو اینق وای دعوی حبو أصلي عقلنك أصنيق عقلنك غازوة وإلتو. В ходе беседы военнослужащие смогли задать интересующие их вопросы, связанные с исламом, а именно с совершением намаза в военных условиях. أخيرا بو آدشان كده قوي تعال إشتوم دوسيجا تع واو حاجة عاج لا تع مخ عشان سلام مزدير دوشين إيش برسمت насколько могут إيش لا مزدير. С первых дней спецоперации региональный фонд не оставляет без внимания и помощи ни одного бойца. С такой поддержкой вести боевые действия намного проще. За это они неустанно благодарят руководство республики. تون دعنا هر مخ تروح حيوك شبوق دقادو ترانس واديو تران مشي يوتران جيرز يوتران خان يزم او داج بيسن يقي ددي مروزي مخباي بو شامدات لبوري محيايتشو
Далее делегация посетила место расположения батальона «Запад Ахмат». Директор ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов рассказал бойцам, что дома за них молятся, совершают дуа, раздают милостыню. За них переживают и гордятся не только жители региона, но также и мусульмане других стран. Каждый мужчина, ставший на защиту Родины, религии, выполняющий свой гражданский долг, является наилучшим перед Создателем. شوصة إتز حجد شلا دزدو ألا أتصل دزديتن دقي أشعر باقن خيل باش بول إناق أتصل سيلح بوق إذا ويمر صلى الله عليه وسلم شبعك بيس نقصوا دال جوج غد أرخت باقور بوش شبعك بو كدعون ألشي دي دقي أتشين بعد داوق إذا صحابيك بوحون إذا دال حقيرن بيسن حلاقتنا بلخن باش بول بعك بوحون إذا شالا نجا شو سنغار ولا داهتنا نبي شقحق نخيل باش بول بعك بحون إشي بعجا الله دار جوج غتصر باقور باش باس الباقين قابق شو باقين باش بول قابق شو Сегодня мир разделился на две части. Война идет не только на передовой, но и в информационном поле. Некоторые чеченоговорящие личности раздувают конфликты, распространяя дезинформацию, искажая истину, не имея никаких моральных ценностей. سودو حلال يبيخل سسوا يزوي الله علم نيخ برتخل أستح بتشح سسات تشح ودال مقلع الله ديل شيء ده يبيخل يسيسزل يشوفي عيك سندو الغاز وتدوي. Глава республики Рамзан Кадыров встал против грязных намерений Запада, который пытается воплотить свои планы через Украину. Чтобы устранить врага во имя процветания ислама и мира нашего государства, встали тысячи чеченских отважных бойцов. По словам военнослужащих, они находятся в хорошем расположении духа и рады, что именно им выпала такая возможность стать против внешнего врага. Адам Шахидов передал бойцам священные аяты Корана, которые следует читать воинам, которые находятся на священном джихаде. Также делегация прочитала дуа за них. В ходе своей поездки они навестили еще одно подразделение. أس بيوخش إبليس توبان دوحل قحيوكش أردول دوشو سنديلا شو تلق ونخيدو. В завершении богословы сделали наставление бойцам, рассказали, какие суры, аяты следует читать и в каком количестве. Пожелали победы и скорейшего возвращения домой. Лейла Муртазова, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. С Нового года новорожденных детей в России начнут обследовать на 36 заболеваний. Сейчас в обязательной программе скрининга младенцев числится всего 5 болезней. О том, на какие недуги будут проверять малышей, расскажет Зарина Халикова. В соответствии с приказом Минздрава с 31 декабря медучреждения, имеющие лицензии на услуги по генетике и лабораторной генетике, должны будут применять новый порядок помощи пациентам с врожденными заболеваниями. В новых правилах указали, при каких болезнях делают неонатальные скрининги, и расписали алгоритм действий медиков с момента забора крови у новорожденных до становления диагноза врачом-генетиком. Данный вид исследования, он очень важен, очень значим, потому что туда входят такие заболевания, которые, к сожалению, не лечатся, если они пропущены. И важность этого анализа заключается в том, что выявленную патологию мы можем своевременно выявить, начать лечение, тем самым улучшив состояние самого пациента, практически до излеченности.
Республиканский перинатальный центр, расположенный в столице региона, медицинское учреждение, на базе которого проводится исследование на 5 генетических заболеваний. А с 2023 года дополнительно на 31 заболевание будет проводиться обследование в медико-генетическом центре Ростовского государственного медицинского университета. Марит Дигаева, главный врач перинатального центра, отмечает, что расширенный неонатальный скрининг позволяет не только выявить тяжелые заболевания у новорожденных на начальной стадии, но и своевременно оказать детям необходимую медицинскую помощь. В процессе и беременности, и в процессе жизни этого ребенка родители будут уже готовы к тому, что их ждет, какие лечебные процессы проводить, какие профилактические мероприятия проводить, и вообще что их ожидает, и вообще планирует ли они эту беременность. Это очень важно. Конечно, каждая беременная женщина, она хочет родить этого ребенка, хочет родить здорового ребенка. Но на сегодня наши возможности определения внутриутробно вот этих вот патологий все-таки позволяют семье решить этот вопрос. Раньше рождались с генетическими заболеваниями, это было просто вот получили, и дальше это возлагалось на плечи самой семьи решение этого вопроса. А сейчас государство уже позволяет нам выявлять многие заболевания уже внутриутробно. И способности решать и способности помогать у нас, кажется, все больше и больше. Неонатальный скрининг – важное обследование, позволяющее уже в первые дни жизни ребенка выявить серьезные врожденные патологии. Неофициально его называют пяточным тестом, поскольку кровь берется из пяточки и наносится на специальный тест-бланк. Сроки забора крови на первые и вторые сутки жизни ребенка, это если доношенный ребенок. Если он не доношенный, то забор крови будет осуществляться на 7-е сутки. Перед взятием анализа, то есть забора крови, ребенок должен выдержать голодную паузу в течение 3 часов, чтобы не было ложноположительного или ложноотрицательного анализа. Мы звоним непосредственно, связываемся с родителями, потому что когда происходит забор крови, мы не только забираем кровь, но и полностью вносим в нашу базу, да, в единую базу системы данные пациента, адрес, указываем контактный телефон, чтобы у нас была связь. Ну а если не позвонят родителям, то в таком случае анализ у нас хороший. О программе неонатального скрининга заговорили еще летом 2021 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин отметил необходимость его расширения. Данный скрининг включен в программу госгарантий и будет проводиться абсолютно бесплатно. Ожидается, что такие меры снизят младенческую смертность на 15%. Неонатальный скрининг на 36 заболеваний – это революция среди медицины. Благодаря такому методу исследования медики смогут выявить болезнь в самом раннем ее этапе, что поможет не только новорожденному, но и его родителям. Зарина Халикова, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.